Известно, что ингушский народ, в тот момент, когда соседи уже числились в российском подданстве, и мешали ингушам свободно владеть своими землями, решил подписать договор о вхождении в состав России в 1770 году, дабы избавиться от статуса враждебного народа для России, и вновь спокойно жить на своей исторической родине. И часто нам приходится слышать от соседних кухонных историков, что территория ингушского народа в момент вхождения в состав России в 1770 году покажет всем, якобы насколько мало земель было у ингушей до завоевания Кавказа. Не знаю, на что ссылаются те, кто кричат об исконности горных земель за Фортангой и не только, но им стоило бы знать, что в 1770-1773 годах немецкий путешественник Яган Гюльденштедт на русской службе в Императорской академии наук описал ареал обитания ингушского или кистинского народа в 1770 году, год вхождения ингушей в состав России, в котором перечисляются все ингушские округа и селения. Данный документ доказывает, что не только сегодняшняя спорная территория является ингушской, но еще и горные селения Терлой, Нашха, Майста, Елхара, Галанчош, Галай, старшины которых приняли участие в договоре 1770 года со всеми ингушами. Гюльденштедт также отмечает, что весь этот ингушский этнический массив, к которому относились эмириджи, арште, галашки, датых и другие, состоят между собой в хороших отношениях, и что чеченцы, жители местности Нижнего Аргуна и возвышенности Сунжи, находящиеся в зависимости от аварского хана,